5 часов 12 минут. Столько на гвоздях простояла жительница Уфы Нина Родина, установив мировой рекорд среди женщин. Этой практикой йоги она занимается всего полгода и изначально не ставила перед собой цели показать лучший результат, а просто провести эксперимент. Как дался рекорд, узнал Эмиль Басареев. Вот так под музыку и пританцовывая Нина Родина простояла несколько часов. Перекусывать приходилось тоже на гвоздях. Но Нина стойко продолжала свой эксперимент, который завершился мировым рекордом – 5 часов 12 минут. До этого рекорд был 5 часов 5 минут. Когда я вставала, я о нем не знала. Самые сложные были последние 7 минут, когда я понимала, что 5 часов 5 минут я уже преодолела. И вот эти 7 минут, они были такие очень длинные. Рекорд был официально зарегистрирован. Мастер говорит, что в этом деле главное психологический настрой и умение расслабиться. Иначе болевые ощущения не позволят долго простоять. Сейчас раз в неделю Нина проводит занятия для тех, кто хочет тоже освоить практику стояния на гвоздях. Понравилось вот это ощущать, во-первых, то, что я могу на них стоять. Но не каждый на них может стоять. И я уже вот крутая тем, что я сильна. Мне понравилась эта техника тем, что происходит работа над своей головой. Страх только в голове. На специальной доске садху гвозди расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и на одной высоте. Это простая физика. Создается множество точек опоры, так что пораниться невозможно. Мы решили проверить, каково это – стоять на гвоздях. Я надеюсь, у меня получится простоять хотя бы несколько секунд. Ощущение непередаваемое, если честно. Вот как бы с одной стороны вроде бы боль есть, а с другой стороны какой-то массажный эффект. Мне лично как бы не так больно, но ощущение, конечно, немного неприятное все же присутствует. И я, наверное, сойду. Практику йоги решил опробовать и наш оператор. В совокупности времени вдвоем мы простояли не более 30 секунд. Слушай, я было дело по стеклу ходил, но это рядом не стоит. Вообще это реально жестко. В этом деле, конечно, требуется практика. Мастера используют доски, где гвозди расположены на большем расстоянии друг от друга, могут быть динамичными, то есть немного двигаться вверх-вниз, и из разного металла. Что касается рекорда, то пока Нина не ставит перед собой цели улучшить результат. Все-таки садху предназначены в первую очередь для духовной практики. Эмиль Басареев, Станислав Птица, Иван Шабрин. Новости Уфа.